Авксентьева, когда узнала в 2019 году, что я собираюсь с инициативной группой провести митинг первый, да, и сказала: пожалуйста, не портите репутацию Николаеву. Следственный комитет прошерстил, и одного из нас вычислили, что он, оказывается, под статьей. Его припугнули. Его припугнули, сказали: или ты сворачиваешь инициативную группу свою, митинг, да, или, мы тебя посадим на 5 лет. Хотя Григорьев сказал: все делаем для народа. Что хорошего они сделали для народа? Что мы взяли, это просто так взяли, из-за того, чтобы получить квартиру, хотим митинг. Мы хотим услышанными быть. Услышанными, что в 21 веке вот в таких условиях жить, это же вообще... Вот, значит, этот дом признан аварийным, да? Да, в 2020 году только его признали аварийным. В 2017 году все было это платно, и чтобы платно признать аварийным, да, но в то время у нас таких денег не было. Как говорил мэр города тогдашний Николаев, он говорил, что это обязанность собственников, да? Он вам такое говорил? Да. Они говорили, что если хотите признать аварийным, надо заплатить такую сумму. А откуда я такую сумму возьму? Я работаю в бюджете. Тогда зарплата была маленькая, все уходило на такие... А теперь говорят, что вот инициативной группе, которая вот за квартал борется, да, сказали, им дали квартиры, и они замолкли. Свернули вот это дело. А на самом деле этого не было. И нету. Вот я здесь живу. Вот сейчас после работы пришла. Вот бесхозная канализация, пожалуйста. 10-11 лет тому назад провели у нас внутри дома трубы, да? И сказали летом или весной, нет, летом, когда растает снег, и летом проведут трубы. Мы не дождались никого. И провели сами канализационные. Это называется бесхозная канализация. Кого найду, те и выходят. А иногда и сами выходим с женщинами со своего подъезда, чистим. Потому что бесхозная канализация, вот сами видите, да? Вот, посмотрите. Следственный комитет прошерстил, и одного из нас вычислили, что он, оказывается, под статьей. Его припугнули, если честно сказать. Его припугнули, сказали: или ты сворачиваешь инициативную группу свою, митинг, да, или, мы тебя посадим на 5 лет. А человека с детьми как... И инициативная группа взяла на себя такую что из-за нас пострадают дети. Понимаете, да? В чем дело? А теперь уже этот человек у нас вышел с нашей группы, чтобы не было на него тени, да? И мы сейчас повторно. Сегодня вот наши девочки отправили письма во все инстанции, потому что здесь мы правды не нашли. В республике, да? В республике правды не нашли. Я вот сама с 2016 года ходила по всем этим инстанциям. Ходила в Дом правительства 1, Дом правительства 2. Писали заявление, чтобы нас приняли, чтобы мы высказали, да, что коммуникации у нас все же сгнили. При минус 50 у нас труба, где приварена, она берет и прорывается. Понимаете, в какое-то? Посмотрите, гаражи везде и всюду. Сюда не подъедет ни пожарная, ни скорая. Абсолютно. Развернуться, чтобы вдруг, не дай бог, случится пожар. А посмотрите наши щитовые. А посмотрите, вот провода висят как кишки. В 2016 году я это все говорила. Вот, смотрите, из дома вытекает. Вот. Посмотрите, у нас до сих пор вода, да, в подъезде до сих пор вода, она не выходит. Вот и не знаем, как с этим поступить. Вот она, да? А зимой она замерзает. И полы дыбом встают. Даже ремонта неохота делать. Стены такие кривые, трубы висят. Радиатор, посмотрите, пол до такой степени поднимали, вот пол поднимали, да, что радиатор уже на полу.
Однокомнатная. Устройства нет же, да? Почему нету? Сами сделали. Вот туалет сделали. А, вот это... Ну, то есть люди, это видно, что люди Сами делали. делают, да? Да. Слив, ну это она подсоединена, да? Как бы К бесхозной, да, канализации, которую никто не хочет чистить, ничего не делать. А как тогда она сливается? Сливается, вот бесхозную вот туда вот канализацию сделали же. Ага, потому что не дождались, и вот она пошла. Это получается, ну вот то, что люди там помылись, Ага, в туалет сходили. Да, Это вот она, да? да, это все туда идет. А то, что здесь у нас стоит, это канализация или это вода? Да, это канализация вместе с водой. Вот она в общую трубу идет. А так как делали люди сами, да, они не смогли нормально сделать, чтобы нельзя. Ну, не смогли провести по-нормальному. И кому-то провели, а зимой нельзя же проводить. И поэтому сказали, ждите лето. Летом все проведем. Лето прошло, которое лето прошло, они не провели. Люди ждали и сами стали проводить. Это в каком году было? Это 11 лет тому назад. Это, получается, какой год у нас был? Сейчас у нас 23-й год. Ну, считайте, в 11-м году, да? В 12-м. 12-м году, да. Получается, мэром кто у нас был? Николаев? Арсен Сергеевич Да, Николаев. Николаев был сам. Принял мочу. Да. Вот во всех домах вот такие вот рубильники, да? Ну это как будто бы уже было, да? Ага, замыкает. Замыкание. Ага, люди деваться некуда, отрывают сами. Вот рубильник. Они просто прикрыли его. То есть он не работает, получается, да? Нет, работает. Люди скрывали сами, чтобы устранить. И вчера вот буквально возле моего дома трансформаторная будка чуть не загорелась. Стали искры во время ветра, да? И люди выскочили, женщина там живет. И она это быстренько позвонила, ну, по инстанциям. Сейчас же пожары происходят. Ну, тот пожар был, конечно, только они все поджог, говорят, да? Но вот такие случаи, они могут и без поджога произойти. Да, потому что видите, как проводки какие. Вот. В комментариях у нас в Ютубе пишут, что, дескать, люди в ипотеку вступили бы. Сейчас как бы, вы что хотите, жилье халявное от государства. Вот сидят, вот они в таком жилье проживают. Нет, чтобы взять вот ипотеку, вступить, как все нормальные люди. Ну, извините, мне за 60, да? И сейчас мне вступать в ипотеку, это я даже когда умру, я не смогу выплатить. Это раз. И я всю жизнь проработала в бюджете, бюджетной организации, где зарплата была, ну, скажем так, что я не смогла ипотеку взять, и сейчас не могу в ипотеку вступить. А эту квартиру, в которой мы сейчас побывали, вы купили... В 2003 году. А почему надо было купить нормально, благоустроенную? Ну, потому что денег не хватало, чтобы купить. Вот. А это что вот? Это вот, чтобы зимой, там маленький ребеночек родился, и поэтому папа угол взял и это вот по-своему утеплил, потому что ветер ходуном ходит. Ага, окна, вот они евроокна поставили, а дом-то ходуном ходит, и у них откроется зимой, и закрыть они не могут, понимаете? Это утепление такое, да? Да, утепление. У нас сколько интервью снимали, приезжали, даже знают друзья, которые живут за пределами нашей республики, и до сих пор удивляются, в каких кошмарных условиях живете. А я что скажу? Вот правительство вот так вот нас позабыло. Арсен Сергеевич, когда Джода была, они разбивали разрезали ленточку, да, а потом взяли и свернули это дело. И причину не сказали же, почему они с Джодой расстались. А люди так надеялись переехать. Через год, через два бы переехали. Авксентьева была, привела Григорьева сюда, и они слезно пообещали, что они нас расселят, только вы Николаеву не портите репутацию. Так было сказано в 2019 году. Неужели вы думаете, что дома у нас становятся новыми? Коммуникация сгнила напрочь.
И вы должны расселить весь квартал, а не только утонувшие квартиры. Смотрите. Это что такое издевательство? Не зря. Авксентьева, когда узнала в 2019 году, что я собираюсь с инициативной группой провести митинг первый, да, и она попросила, вот нас собрала срочно в 6 часов вечера, это было зимой, и сказала: пожалуйста, не портите репутацию Николаеву. Сейчас он продвигается, ну, в Вилдарханы, вот. И мы пошли ей навстречу. А тут пандемия началась, и все, и об этом прекрасно все забылось. Понимаете, вот почему обидно и почему мы должны и надеемся, что будет митинг. Мы хотели по-хорошему, но нас забыли. Да, требования, чтобы нас расселили. Я не хочу свой век оставшийся доживать в таких вот скотских условиях. Хотя Григорьев сказал: все делаем для народа. Что хорошего они сделали для народа? Что мы взяли, это просто так взяли, из-за того, чтобы получить квартиру, хотим митинг. Мы хотим услышанными быть. Услышанными, что в 21 веке вот в таких условиях жить, это же вообще... У властей таких возможностей нет, да? Что звездам там домов не хватает. А я, знаете, на это что скажу? Чтобы власти, да, не строили сначала олонхаленды, да, всякие вот такие, такие, ну, развлекательные центры, скажем. А чтобы сначала расселили людей, а потом уже брались вот за такие объекты. Вы сначала людей расселите в нормальные условия, а потом уже создавайте другие какие-то развлекательные эти. Живут в таких страшных условиях, и они повзрослели. Это дети не пьющих родителей, а думают, что здесь асоциальные люди живут. Ничего подобного. В каждом микрорайоне живут асоциальные. Они, наоборот, у нас дисциплинированные. Ребенок подрос, поступать надо было, и поэтому приехали сюда. И в итоге... А ребенок сейчас проживает отдельно, да? Отдельно в районе, в Улусе живет. Тоже медик. Но он... Кем работаете? Я медик. А какая у вас... Ну, была фельдшером, на скорой всю жизнь проработала, а потом по состоянию здоровья и возраста я перешла на более легкую работу, скажем так, легкая. В фтизиатрии работаю. А кем? Медсестрой. Медсестрой, да? Ага. Да. Переквалифицировалась на медсестру. А работала фельдшером всю жизнь. На скорой, на вызовах спасали народ. А меня спасти, получается, некому.